В Москве начал свою работу 15-й съезд партии «Единая Россия». Делегаты утвердят программные положения, с которыми партия пойдет на выборы в Госдуму. Утвердят участники съезда и кандидатов в депутаты. Подробности съезда в материале наших корреспондентов. Надо отметить, что работа над программой, над ее положениями шла максимально открыто. Все разделы документа подготовлены с учетом предложений, прозвучавших во время программных форумов и встреч с избирателями, а также результатов дебатов. Много предложений прозвучало и во время предварительного голосования. И эти наработки вошли в программу партии. И я выступил и передал чаяние нашего студенчества, скажем, да, о том, что, допустим, каждый год с прошлого года Министерство образования и науки Российской Федерации начало нас информировать о том, что возможно будет сокращение стипендиального фонда, в том числе и выплат представителям малочисленных народов Севера. И с этим мы в корне не согласны, и университет тоже нас в этом поддерживает. Раздел «Социальная политика. Вложение в каждого человека. Основа общего будущего» является одним из ключевых в предвыборной программе «Единой России». Основным принципом программы, по словам главы профильного комитета Госдумы Ольги Баталиной, является выполнение всех социальных обязательств государства. Мы абсолютно убеждены, что экономический спад завершается уже сейчас, и мы видим, собственно, как меняются макроэкономические показатели. Это позволяет нам рассчитывать на дальнейшее эффективное развитие социальной политики. В ходе подготовки программного документа прошли 6 партийных форумов по основным положениям программы «Единой России». Серьезное внимание было уделено вопросам нового экономического роста, где основой становятся не энергоресурсы, а человеческие ресурсы. Дискуссия состоялась также и по вопросам общественного контроля, какими полномочиями они должны наделяться. Ну вот основной момент то, что надо сформировать более четко его юридический статус. Права и обязанности, чтобы это все было расписано, права, возможности. И это все должно быть четко юридически регламентировано. Тогда это будет в самом деле сила, а остальное это все уже организация, это поднятие общественности. Сегодня, во второй день работы съезда, программный документ партии будет утвержден вне зависимости от того, где будут голосовать – в маленькой деревне, в поселке или в городе-миллионнике. Программа должна быть хорошо знакома, понятна и, по возможности, конечно, интересна всем, кто поддержит единороссов на предстоящих выборах.